В хиджабах вход воспрещен. Такие правила ввели для студенток подконтрольного оккупантам так называемой Таврической академии в Симферополе. Отныне на обучение нельзя приходить в одежде, имеющей религиозные или национальные признаки. Насколько законен новый дресс-код оккупационного вуза в Крыму, разбирались мои коллеги. Айше из аннексии переехала в Киев. В Крыму она преподавала крымско-татарский язык в одном из вузов. Теперь же преподает его в Киеве. Также в Таврическом национальном университете, который из-за оккупации переехал на материк. Здесь Айше спокойно ходит в хиджабе и шокирована известием, что в оккупированном Крыму, где коренной народ крымские татары, исповедующие ислам, могут быть такие дискриминирующие правила дресс-кода. Для меня это трагедия, например, потому что это на территории Крыма, для крымских татар, то есть нет воли в их вероисповедании и соблюдении их религии. Анна – одна из студенток Таврического университета в Киеве. С тех пор, как приняла ислам, носит хиджаб. Здесь, в Киеве, ее выбор все воспринимают спокойно. Девушка говорит, если бы ей поставили условие снять хиджаб ради учебы, она не уступила бы. Да, это было бы притеснение. Если рассматривать Крым, то я бы оттуда просто переехала. К такому выбору либо религия, либо обучение студентов принуждают в так называемой Таврической академии в аннексированном Крыму. В начале января руководство вуза издало приказ о требованиях к внешнему виду студентов. Внешний вид обучающихся должен быть сезонным, без выраженных признаков социального, национального, религиозного или иного различия. В общественной организации «Крымсоц» такие действия крымского вуза называют нарушением международного права. Ведь ни в украинском, ни даже в российском законодательстве нет никаких предписаний относительно внешнего вида студентов. Это принятый нормативный акт администрации вуза. То есть это даже не принятый какой-то там закон на уровне в целом Крыма. Да. Первый вопрос, насколько легитимно и может ли в компетенции вообще администрации вуза находится решение таких вопросов. Дискриминация мусульман Крыма на выведение вуза, считает муфтий Духовного управления мусульман України Умма Саїд Ісмагілов. Спочатку пишеться колективне звернення до керівників навчальної установи, де пояснюється саме в чому порушаються їх права. Потім, якщо це не мало ніяких наслідків, звертатися вже в інші інстанції. Саид Исмагилов советует женщинам-мусульманкам, которых из-за хиджаба не допускают к обучению, подавать в суд на вуз и требовать отмены дискриминационного приказа. Виктория Облязова, Ислам Пинка, Никита Проскурин, Заман АТР.